Хуліганства – гэта від злачынства часцей за ўсё апошнім часам трапляе ў крымінальныя зводкі, асабліва пасля разбіральніцтва сітуацый пратэсных акцый апошніх дзён. Это разбитие окон, в том числе и разбитие окон в зданиях органов внутренних дел. Это порча государственного имущества. Мы прекрасно с вами наблюдали, что когда во время несанкционированных массовых мероприятий, которые произошли на территории города Бреста, разбивали тротуарную плитку, портили мусорки, разбивали лавочки, их ломали, потом использовали в ненужном направлении. Все это влечет за собой ответственность. Поймите, что любое противоправное деяние влечет за собой ответственность. Только здесь может быть дана различная квалификация данному деянию, то есть как уголовная, так и административная. То есть в частности, если вы совершили административный проступок, то здесь наступает ответственность в виде денежного штрафа в размере до 30 базовых величин, либо административный арест. Но если ваши хулиганские действия уже носят уголовный, скажем так, характер, то здесь наступает уже уголовная ответственность. Крадзяжы. Колькасць гэтых відаў злачынстваў таксама не змяншаецца. Злодзеі карыстаюцца рознымі сітуацыямі, каб палажыць у сваю кішэню тое, што ім не належыць. За последнюю неделю, скажем так, доминирующим преступлением это были кражи. Причем кражи в первую очередь из жилища, а также подвальных помещений и гаражей. На сегодняшний момент основные предметы, которые подвергаются хищению, это велосипеды, денежные средства, а также различная бытовая техника. Если мы с вами проанализируем, то, как правило, это совершается после совместного распития алкоголя с хозяином, скажем так, который потом стал потерпевшим, либо это кражи из гаражей и подвальных помещений, которые элементарно не были оборудованы замками. То есть был свободный доступ. То есть в последнее время действительно у нас увеличилось количество краж велосипедов. То есть понятно, что все за здоровый образ жизни пересаживаются на велосипеды, но тем не менее элементарно не соблюдают меры безопасности и сохранности своего имущества. То есть, как правило, велосипеды оставляются на площадках в подъездах, а это, поверьте мне, самый простой способ для вора, чтобы проникнуть и забрать, скажем так, бесхозное имущество. На это необходимо обратить внимание. Также хотелось бы акцентировать внимание, что у нас на сегодняшний момент имеют факты такие, как угоны транспортных средств. Яшчэ адна праблема, з якой апошнім часам сутыкаюцца ўсё часцей супрацоўнікі міліцыі – боепрыпасы часоў вайны. Іх знаходзяць паўсюдна. Буквально за последние сутки на территории Ляховичского района в деревне Литва были обнаружены 5 снарядов Великой Отечественной войны, причем различного калибра, а также 10 зарядных устройств. Поэтому еще раз акцентирую на то, что необходимо в этой ситуации не производить никаких самостоятельных действий, а сообщить об этом сотрудникам милиции, которые в свою очередь немедленно выйдут на данное место происшествия, огородят его и сообщат саперам.